Каждый уголок музея напоминает о тех, кто не вернулся с поля боя. Здесь представлены личные вещи солдат, фотографии, документы и оружие, которые передают дух той эпохи и цену победы. Важной частью экспозиции является выставка, посвященная защитникам Малгобека, людям, сражавшимся за будущее своих семей. Среди них выделяется Маулид Асламбекович Эсмурзиев, младший лейтенант авиации и кавалер Ордена Красной Звезды, родившийся в 1916 году. После окончания школы учился в железнодорожном техникуме. В 1937 году он уехал работать в город Могилев, откуда и был призван в Красную армию. В Красную армию он был призван в 1939 году. В 1941 году он окончил Харьковскую авиационную школу стрелков-бомбардиров. С сентября 1942 года начинается Моздокско-Малгобекская оборонительная операция, в которой активное участие принимает авиаполк Мавлида Эсмурзиева. Граница фронта вплотную приблизилась к родине Мавлита, Чечено-Ингушетии. В боях над Малгобеком экипаж летчика Автономова и штурмана Эсмурзиева появляется на самых ответственных участках, сбрасывая смертоносный груз на наступающие части немецко-фашистской армии. Воевал в составе 288-го бомбардировочного авиационного полка 4-й воздушной армии. Приказом за номером 141 от 23 февраля 1942 года он был награжден Орденом Красной Звезды. Эсмурзиев Маулид Асламбекович погиб в воздушном бою 17 сентября 1942 году. 17 сентября 1942 года бомбардировщик боевых друзей Виталия Автономова и Мавлита Эсмурзиева вышел на последнее боевое задание, из которого младший лейтенант Эсмурзиев уже не вернулся. Музей боевой славы в Малгобеке – это важный символ памяти и чести. Он напоминает нам о том, как важен вклад каждого в общую победу и как необходимо сохранять память о героях. Адам Гуражев, Хасан Евлоев, Магаз 24.